أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Уважаемые братья и сестры, дорогие мусульмане, месяц Зуль-Хиджа – это месяц, в котором все мусульмане совершают один из обязательных столпов обрядов ислама – хадж и умру. В хадисе передается, что ангел Джибриль, алейхиссалам, пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Я Расул Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, о посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ахбирни аниль ислам, расскажи мне об исламе». Факаля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аль-ислам ан ташхаду ан ла илляха илляллах ва анна Мухаммадан Расулуллах». Ислам – это свидетельствование о том, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, и свидетельствование о том, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является посланником и рабом Всевышнего Аллаха. Дни месяца Зуль-Хиджа значимы для всех последователей ислама и высоко ценятся Всевышним, что указывает на огромную важность этих дней. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Также ислам, сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, это совершение тобой намаза, это уплачивание тобой заката, это пост в священный месяц Рамадан, обязательный пост, это также совершение хаджа, если у тебя получается с точки зрения имущества, с точки зрения здоровья и других определенных обстоятельств. Для того, чтобы указать на величие этих дней, Всевышний Аллах клянется в священном Коране этими днями и ночами Зуль-Хиджи. Аллах сказал: «Клянусь зарею, клянусь 10 ночами». Зуль-Хиджа – это именно тот месяц, в котором совершается хадж. Нельзя совершить большое паломничество в Мекку и в Медину в другие времена. Также в месяце Зуль-Хиджа есть еще одно большое поклонение Всевышнему Аллаху – это обряд жертвоприношения. Это великий праздник мусульман Курбан-Байрам. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, фасолли ли раббика ванхар, садак Аллаху азим». Ты, о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершай намаз ради своего Господа, ради Всевышнего Аллаха, также ты ради Всевышнего Аллаха сделай жертвоприношение, говорит Всевышний Аллах в Коране, обращаясь к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, повинуясь велению Всевышнего Аллаха, привел в жертвоприношение 2 рогатых баранов, овцов. Это дни, установленные для поминания Всевышнего. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, засвидетельствовал, что это лучшие дни на этом свете. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: в какие бы дни они ни совершались праведные дела, больше всего Аллах любит совершение их. В эти дни, имея в виду первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа. Зуль-Хиджа – это месяц, где мы должны особо поклоняться Всевышнему Аллаху. Зуль-Хиджа – это месяц, в котором собираются один из столпов ислама, которые не собираются в другие времена.
Зуль-Хиджа мы не должны упускать великий шанс, великую милость по отношению к нам от Всевышнего Аллаха, которая заключается в том, что если у тебя есть возможность, ты должен совершить хадж. Если у тебя есть возможность, ты должен совершить умру. Если у тебя есть возможность в этом благословенном месяце, ты должен сделать жертвоприношение ради Всевышнего Аллаха. Все это великие, благие деяния, которые приближают нас ко Всевышнему Аллаху. И благодаря этим деяниям, без всякого сомнения, потому что у нас нет сомнения в милости Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах по своей милости простит нам все наши большие и маленькие грехи. День Арафа – самый великий день большого паломничества, день прощения грехов, освобождения от ада. Было бы достаточно одного дня Арафа, чтобы эти 10 дней Зуль-Хиджи считались великими. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пост в этот день служит искуплением грехов прошлого и будущего года». Совершение хаджа – это очень большой обряд, это очень большое благодатное и благое дело. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в своем хадисе сказал, что тот человек, не имеет значения, мужчина, женщина, который совершит хадж как надо, выполняя все свои обряды в положенное время, в положенном количестве, этот человек будет так очищен перед Всевышним Аллахом от всех грехов. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, сравнил его с тем человеком, который является новорожденным ребенком. Новорожденный ребенок, как мы знаем, у него нет никаких грехов, ни словом, ни делом, ни взглядом, ни слухом и так далее. Также человек, как мы сказали ранее, который совершил хадж должным образом, он также очищается от всех недостатков, от всех грехов. В этот месяц Аллах предписал исполнение одного из 5 столпов ислама – совершение хаджа каждому, кто в состоянии это сделать. Это самое лучшее, что можно совершить в эти дни. Тот, кому Всевышний позволил посетить его дом и совершить умру, воздаянием будет рай. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Умра стирает грехи, собравшиеся после совершения предшествующей ей умры, а затем правильно выполненный хадж непременно воздается только раем». Человек в свою жизнь хотя бы один раз должен совершить хадж обязательно. Однако в исламе есть определенные условия, где он освобождается от обязательства совершения хаджа. Например, у него нет никакого имущества. Например, он пойдет на хадж, потом вернется, и вот за это все время для него самого и для него семьи, если у него нет имущества для пропитания и так далее, или, например, у него нет здоровья, или, например, путь к святым местам закрыт из-за определенных обстоятельств, например, из-за войны или из-за какого-то распространенного вируса или так далее. Если есть преграды, конечно, обязательства от выполнения хаджа, они снимаются в религии ислам. Однако, если у тебя есть возможность в финансовом плане, если у тебя есть возможность в плане здоровья и так далее, то ты должен обязательно совершить хадж, ты не должен откладывать совершение хаджа. Когда пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили, какое из дел наилучшее, он ответил: вера в Аллаха и его посланника. Его спросили, а затем какое? Он ответил: усердие на пути Аллаха. Его спросили, а затем какое? Он ответил: безупречно совершенный хадж. Принятый хадж, лишенный показухи, грехов, сквернословия, желание заслужить авторитет, наполнен великими благами и вознаграждением. Также каждый мусульманин в жизни хотя бы один раз должен обязательно совершить умру. Как мы знаем, хадж нужно совершить именно в определенное время, в этом благословенном месяце Зуль-Хиджа. Однако малое паломничество, умру можно совершить круглый год в любое время. Малое паломничество – это тоже благословенное, благодатное деяние перед Всевышним Аллахом, и мы должны усердствовать в совершении этих благих деяний. Однако совершение жертвоприношения Курбан-Байрам –
это, как сказали многие ученые ислама, суннатун муаккада, то есть это чистая, великая сунна нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. И если у тебя есть хотя бы маленькая возможность, ты должен соблюдать эту сунну. Такие великие обряды, великие благие деяния собрались в месяце Зуль-Хиджа. Это еще раз подчеркивает особую важность месяца Зуль-Хиджа в религии ислам. Ибн Умар, ради Аллаху анху, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет любимее для Аллаха благодеяний, чем совершенные в 10 дней месяца Зуль-Хиджа. Больше произносите в эти дни слова такбира, Аллаху Акбар, тахлиля, ля иляха иллаллах и тахмида, альхамдулиллах». И мы, как мы сказали ранее, не должны упускать шанс приближения ко Всевышнему Аллаху. Мы не должны упускать шанс следования сунне нашего господина, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Мы должны поститься, мы должны еще больше именно в этом месяце делать дуа, мы должны еще больше поминать Всевышнего Аллаха, читать Коран и восхвалять Всевышнего Аллаха языком, сердцем и телом, потому что если ты достиг месяца Зуль-Хиджа, то Всевышний Аллах в очередной раз проявил по отношению к тебе великую благодать. И мы не то, что языком должны восхвалять Всевышнего Аллаха, мы должны быть благодарными за все эти блага сердца, мы должны всегда помнить, потому что сердце – это именно то место, где у нас создается намерение. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в своем благословенном хадисе сказал: «Инна Аллаха ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля суарикум, валякин янзуру иля кулубикум». Всевышний Аллах не смотрит на ваши внешние факторы, во что ты одет, или как ты выглядишь, у тебя высокий рост, низкий рост, красивый ты, некрасивый, белый и так далее. Нет, конечно, если и Всевышний Аллах смотрит в сердце, Всевышний Аллах смотрит в намерение человека. И если в твоем сердце есть благодарность Всевышнему Аллаху, если ты своим сердцем восхваляешь Всевышнему Аллаха, то без всякого сомнения Всевышний Аллах увеличит нас в благодати. А если мы будем пренебрегать этим великим временем, если мы будем пренебрегать сунной пророка, саллаллаху алейхи, то последствия будут печальными. Поэтому, дорогие мусульмане, нельзя упускать еще один шанс стать лучше. Нельзя упускать еще один шанс приблизиться ко Всевышнему Аллаху, потому что мы должны жить сегодняшним днем. Вчера уже ушло, мы не знаем, наступит ли завтра. И поэтому, если сегодня Всевышний Аллах сделал так, что мы вступили в священный месяц Зуль-Хиджа, если Всевышний Аллах дал нам здоровье, все возможности поклоняться, мы должны во что бы ни стало поклоняться Всевышнему Аллаху, приближаться ко Всевышнему Аллаху, брать максимально пользы с этого благословенного времени. Валхамдулиллахи Раббил Аламин.